Это у нас самый бюджетный вариант, так скажем. Стоимость 36 миллионов. Это полностью с оборудованием. Оборудование 6,9 миллионов. Новый коровник в Помоздино почти готов к приему постояльцев. Из старого здания сюда переберутся 200 буренок. Проект, стартовавший 2 года назад, на финальной стадии. Все строительные и отделочные работы завершены. Почти готово и оборудование, доильные аппараты, бак для хранения молока, даже резиновые коврики, чтобы коровы зимой не мерзли. Ферма в Помоздино – это такой последний, наверное, шаг по уходу от старых зданий. Ранее была введена в эксплуатацию скородумская ферма, тоже на то же количество голов крупного рогатого скота. С вводом этой новой фермы у нас все животные будут располагаться уже в совершенно других условиях. Это будет подспорье, конечно, и тем, кто работает на ферме. Поэтому осталось совсем немного, готовность почти 90%. Поэтому рассчитываем, что погода нам даст возможность благоустроить территорию. Мощность фермы 2,5 тонны молока в сутки. Аграрии говорят, хочется больше, но для этого нужно омолодить стадо. Пока средний возраст коровок около 8 лет. А еще надо бы увеличить объемы корма. Ведь чем меньше рогатые едят, тем меньше и удои. Учитывая, что в этом сезоне ситуация с кормами критичная, фермеры вовсю ищут варианты решения проблемы. Например, чтобы увеличить калорийность, добавить в рацион жмых, патоку и кукурузу. Говорят, не надо кукурузу выращивать. Как же не надо ее выращивать? Надо выращивать кукурузу. Вот, пожалуйста, хотя бы для животных, чтобы закладывать силосные ямы, чтобы кормить их. Они знаете, как зимой едят кукурузу? Аж урчат. И такая ситуация почти по всей республике. Впрочем, некоторые хозяйства готовы пройти зиму даже на прошлогодних запасах. А может и поделиться с коллегами. Впрочем, общую ситуацию это вряд ли спасет. Пришло время принимать меры на уровне правительства. Чтобы войти в режим ЧС, Минсельхозу осталось лишь подготовить необходимые документы. Решение может быть принято до конца недели. Есть, конечно, все предпосылки для того, чтобы мы объявили ЧС. Это спасет части уменьшения показателей по соглашению с Минсельхозом России, иначе мы попадаем на штрафы. Штрафы, они не маленькие, я скажу. Потом это все сначала ложится на бюджет республики, потом мы перекладываем на хозяйство, кто не выполнил свои показатели. Конечно, это, скажу, не здорово. Поэтому, если будем иметь мы бумагу, документ, что у нас именно ситуация сложная, объявлен ЧС в республике, нам будет легче доказывать, и уже Минсельхоз к нам претензий иметь не будет. Даже в этой части, конечно, желательно бы нам объявить ЧС. И аграрии республики очень ждут этой помощи. Так, в хозяйстве Нёбдинска, если сенажа и силоса хватает, сухого сена нет вовсе. В случае введения режима ЧС серьезным подспорьем для республиканских аграриев стали бы субсидии на закупки комбикормов. Это дождливое лето сильно нас испытало. План выполнили только по сенажу. Сейчас заполняем вторую яму для силоса. Как и в других хозяйствах, почти нет сухой травы. Надеемся на хорошую погоду. Мы даже обращались в профильное министерство, но пока что наш запрос остался без ответа. Конечно, субсидия на закупку кормов будет весьма кстати. Ведь из-за погоды мы понесли большие убытки. На переувлажненных полях сильно изнашивается техника, а качество заготовленных кормов очень низкое. Все это может сказаться на молоке. А еще пока патриоты отрасли надеются на милости от погоды, хотя сентябрь и не обещает быть теплым, другие уже знают о готовящейся поддержке властей и вникают в механизмы. В Минсельхозе согласны, что именно сено – ключевой рацион питания наших рогатых, потому что в нем есть все для жизни. Любая его замена на что-то другое не должна отражаться на качестве продукции. Хотя и главная задача сейчас – все-таки поголовье сохранить. Роман Истомин, Таисия Жакова, Павел Королев, телеканал Юрган.